осознанно я пропустила выборы общие вот нынешнего созыва. Это когда были осенью 21 года. И буквально и, кстати, В 21 или в в 21 22? году уже были осенью выборы. А, И в конце ноября 21 года в 2 округах города Бишкек, в Свердловском Первомайском районе, выборы не состоялись. Потому в Первомайском районе 11 тысяч протестного электората, которые проголосовали против всех, они отменили выборы, получается. Это там графа была против всех. Выборы не состоялись. И я вот помню, и сижу, читаю новости, такой, из 90 депутатов 35 пришли по одномандатным округам, одни мужчины, 54 по партийной системе пришли, и в 36 одномандатных округах в 2 не состоялись выборы, и 34 округа, 34 представителей мужского пола только приходят, ни одной женщины не было. И я помню, я пришла домой к маме, а Первомайский округ, он наполовину по старым 20-летней давности данным, это часть туда входит Тюндюкского округа, откуда депутатом баллотировался мой отец. Я прихожу, читаю новости, и мне звонит один аксакал. Он так недалеко там живет. И вот он мне говорит: Эльвира, мы ждали, что ты пойдешь осенью, но ты не пошла. Если ты сейчас надумаешь идти от округа, когда-то здесь твой папа баллотировался, он очень много сделал. Да, 20 лет прошло, но люди помнят. И, ну, как бы, если ты надумаешь, приходи, мы тебя поддержим. Я не знаю, что затронуло это в моей душе, но я пришла к маме. Я говорю: мам, если вы меня благословите, бата версеңіз, я пойду. Ну, видимо, это судьба. И мама, бедная моя мама, она говорит: мы целый год в таком спокойствии жили. Ты уверена, что это тебе надо? Ты точно этого хочешь? Я говорю: мам, там ни одной женщины нет. Как так? 36 округов приходит 34 мужчин и ни одной женщины. Это как будто ни одна женщина в Кыргызстане недостойна представлять одномандатный округ. Как так? У нас очень много замечательных женщин. Просто кому-то не хватает внутренней уверенности, поддержки, в первую очередь веры в себя. Я говорю: я считаю, что я смогу. Я хочу. И вот буквально вот села моя мама, говорит: хочешь? Говорит: да. Говорит: ну, я благословляю. Батам доверим. И потом я написала в Твиттере. Я не помню, я, наверное, очень грубо написала: мужчины, подвиньтесь. Вот такая фраза была. Ну, там, конечно, разлетелось. И вот так досрочные выборы были объявлены, и через 1,5 месяца я пришла в парламент. Это был конец ноября, декабрь. Мне пришлось в авральном режиме там формировать команду. Январь уже предвыборка, там уже штаб все сформирован. И в феврале 27-го уже были выборы. Они были обычно, если у нас там 30 дней, они были там на неделю короче, по-моему. Ну, это, конечно же, так, идти в новый округ, новый, это вот внутренняя вера в себя, да, наверное. И через 3 месяца я пришла депутатом, единственная женщина от одномандатного округа. Я это к чему говорю? Если до этого у меня был какой-то период сомнений, возможно, даже депрессии, где я сомневалась, я думала, правильно ли я путь выбрала, вообще надо ли это мне. И как вот все время же говорят у нас, женщина с характером, это такая сразу в негативе, мужчина с характером, он молодец, да? Вот, и я очень много вот этих периодов сомнений, пережевывания было. И когда вот эти выборы, и я еще помню, когда собралась, я сказала: если у меня получится, ну, чувство, что получится, оно было, значит, я не зря все это делала. Это было не зря. Это для меня это вот какая-то внутренняя галочка, которую я должна была поставить и преодолеть. Выборы прошли. Я получила огромную поддержку. Я считаю, чтобы вы понимали, в политике провести выборы в округе не на общей волне, когда избиратели автоматом знают, что идут общая волна выборов, а когда там всего 2 округа по всей стране,
где софиты полностью направлены на тебя, это нелегко, конечно. И за что я очень сильно признательна нашим гражданам, моим избирателям, за всем тем, кто за меня голосовал. Я надеюсь, им за меня не стыдно. Я очень хочу в это верить. Ну, по крайней мере, со своей стороны, я думаю, я делаю... Ну, мне хочется верить, что я делаю все, что я могу. Не всегда у меня получается, но я стараюсь. И вот таким образом я пришла в парламент. Поэтому, когда говорить, кто ваш кумир или кого вы идеализируете, с кем вы себя сравниваете, я сравниваю себя Эльвирой. Там, в 25, это 2005 год. Эльвира там, ну, там 35, там чуть больше, это 2015 год. И вот Эльвира в 40, за 40, это вот. И, наверное, Эльвира сейчас. Мне будет в этом году 47. Я сравниваю себя только сама с собой. И советую, наверное, не идеализировать никого, ни в политике, ни в какой-либо вообще, не творить себе кумиров, а просто оглядываться на свой прошлый путь и только как бы сравнивать себя с собой, и все. Что было тогда, как ты мыслишь сейчас, какие твои идеалы тогда, во что ты веришь сейчас. Ну, как бы самооценка, она должна базироваться только на своих внутренних мироощущениях. Потому что стандарты красоты, там, Венера Милосская, да, того периода античной Европы, они другие. Стандарты там, ну, внешнего восприятия, допустим, да, 2000-х они были другие. Стандарты сейчас они другие, там, да, бодипозитив есть, да, на который с ужасом смотрели бы в 90-х периода. Есть внешние стандарты для каких-то там модельной внешности для женщин, да. То же самое стандарты силы ранее там, может быть, было там только, я не знаю, наличие только мускул. Ну, так в определенной сфере, да. Проходит время, это меняется на выносливость, там, core strength, да, вот как говорят на английском. То есть, мне кажется, все это должно быть только субъективно, и вы сами себе должны какие-то критерии ставить, эти галочки. Ну, в моей внутренней вселенной, в моем внутреннем микрокосмосе, макрокосмосе, я себе ставлю их сама.